5 студентов, 1 научный руководитель, полгода упорной работы. Команда радисты Чувашского госуниверситета вновь прошла в финал всероссийского конкурса технических разработок в области кино и телевидения «Первый шаг», организаторами которого выступают ВГТРК, Национальная ассоциация производителей телерадиооборудования и Национальная ассоциация телерадиовещателей. Конкурс проходит 3-й раз, в нем участвуют студенты и аспиранты региональных технических вузов. Студенты Чувашского госуниверситета свой первый шаг сделали в прошлом году. Заведующему кафедрой радиотехники и радиотехнических систем Сергею Чумарову конкурс сразу показался интересным. Ведь это отличная возможность помочь ученикам применить теоретические знания на практике и заявить о себе. Он собрал команду своих лучших студентов и предложил им разработать совместный проект. Ребята с радостью согласились и начали собираться в аудитории после пар, а в период пандемии проводили собрания дистанционно. Парни дали своей команде название «Радисты», ведь они будущие специалисты в области радиотехники. В прошлом году в конкурсе «Первый шаг» ребята заняли 3-е место, представив на суд жюри приемник, способный без лишних проводов принимать как радио и телевизионные сигналы, так и интернет-контент. В качестве базы мы взяли программно определяемое радио. На этом устройстве можно собрать практически любое радиоэлектронное устройство. Новость о том, что в прошлом году команда вошла в число призеров, для ребят стала неожиданностью. Благодаря 3-му месту студенты получили предложение о сотрудничестве от международной компании «Тракт», которая специализируется на разработке программ для автоматизации радиовещания. Совместно с «Трактом» мы провели научно-исследовательские работы в области устройства, в области разработки устройства для мониторинга FM-диапазона. Практика, она не помешает никогда, особенно когда сейчас бакалавриат везде. И работодатель прямо сразу спрашивает с порога, какие проекты были, что добился, что там конкретно делал. Практически сразу после финала прошлогоднего конкурса команда начала готовиться к новому. На этот раз ребята вместе с научным руководителем создали прибор, который предназначен для мониторинга цифрового телевещания в автоматическом режиме. Может найти различия аудиогромкости телерадиопередачи и сравнивать с уровнем громкости рекламы. То есть, чтобы не было неожиданных громких звуков или, наоборот, становилось все тихо. Если прошлое было нацелено именно на конечного потребителя, то есть на абонентов, то сейчас это уже именно устройство для профессионалов. То есть мы задумываем это как встраиваемое оборудование в уже готовые шкафы на радио-телепередающих центрах. В этом году состав команды немного поменялся. Старички закончили учебу и покинули стены университета, а на смену им пришли новые радисты. В команду попадают амбициозные, любознательные и целеустремленные ребята. Слышал про эту команду на младших курсах своего обучения, и меня позвали участвовать в конкурсе «Первый шаг», где я с удовольствием согласился. В этом году, так же как и в прошлом, честь команды в финале будет защищать лидер Николай Запорожец. В прошлый раз по понятным причинам он презентовал проект радистов онлайн в стенах своей альма-матер. В этом же году финал пройдет очно в Ростове-на-Дону. Капитан признается, что защищать проект вживую для него будет волнительно, но в то же время более интересно. Я не могу, допустим, предполагать, кто у меня что спросит, кто как посмотрит, какая реакция будет на мои слова. Поэтому доля импровизации, конечно, будет. Стараюсь готовиться именно тезисно, то есть по определенным пунктам, в соответствии с презентационным материалом, и со своими мироощущениями того, как это должно быть. В первую очередь, конечно, это опыт. Опыт в разработке совершенно новых приборов. Это им поможет в дальнейшем удачно трудоустроиться. Следить за выступлением Николая команда будет через платформу для организации видеоконференции Zoom. Победители ждут призы, профессиональные стажировки и сотрудничество с ведущими компаниями медиаиндустрии. Татьяна Самсонова, Михаил Солин, Вести Чувашия.